Есть в травах и цветах целительная сила, для всех умеющих их тайну разгадать. Салимет Сазбе, здравствуйте! Алтынсаринская сельская библиотека предлагает информационный час «Целительные травы моего села». Весь зеленый мир – это своего рода аптека, дающая нам бесплатные лекарства, с помощью которых предупреждаются и вылечиваются разные заболевания. С некоторыми из них мы сейчас познакомимся. Полынь обыкновенная, полынь горькая, полынь простая, полынь бурьян. У нас преобладает полынь горькая. При помощи полыни лечат раны, язвы, лихорадки отварами, настоями и соком из полыни горькой лечат. Используют это растение для возбуждения аппетита, а также для устранения дурного запаха изо рта. При помощи полыни боролись с блохами, клопами и тараканами. Ромашки используют в виде настоек при гастритах, колите, при заболеваниях печени, почек, при простудных заболеваниях, при заболеваниях нервной системы, при бессоннице. Одуванчик. В народной медицине одуванчик считается жизненным эликсиром, используется для улучшения пищеварения, успокаивающие средства, полезен при желтухе, бессоннице, при лечении суставов. Подорожник. Об этой траве можно все рассказать стихотворением. Растет на поле вдоль дорожек чудесный доктор-подорожник. Я вам сейчас открою тайну. Он здесь дежурит не случайно. Порежешь палец, он поможет. Царапину полечит тоже. Собьешь коленку, не беда. Зеленый доктор здесь всегда. Препараты из листьев применяют при гастритах, остро-кишечных заболеваниях. Крапива. Используется при ревматизме и лихорадке. Хорошо останавливает кровь. Сок крапивы применяется при камнях печени, почках, болезни легких. Применяют при кожных болезнях, для полоскания горла при ангине. Тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительными свойствами. Растение оказывает положительное действие на внутренние органы человека. Используют для повышения свертываемости крови и уменьшения риска образования тромбов. Помогает для лечения ожогов. Нет растения, чтобы не было лекарственным. Нет болезней, чтобы не вылечили растения. Авиценна. У каждой травы есть полезные свойства, но перед применением любой травы нужно посоветоваться с врачом, так как нужно знать, как правильно использовать ту или иную траву, и какую ее часть, корень, листья, цветы или стебли. Главное – не навредить. Будьте здоровы! Назар Ланазга, Рахмет. Спасибо за внимание.